я не вижу. Ну, теперь мы подошли к дому моей бабушки. С 92-го года практически до недавних времен они здесь проживали. Сейчас разверну камеру. То есть нет ничего. А когда-то здесь стоял большой дом. Вот фундамент, точнее то, что от него осталось. Людей переселили, дома разобрали. Старые ступени остались. Здесь соседка жила нашей бабушки. Так, поднимаемся по ступеням, но дома нет. А вот здесь по соседству была больница. По-моему, больница пока еще работает, но здесь тоже люди жили, соседи. Все разобрали, люди уехали. А этот магазинчик моей тети был. Ступени, я вижу, они качественно тогда делали. Только стены. А вон там внизу был дом моего брата. Точнее, то, что от него осталось. Здесь был красивый сад. Груши, вишни, виноград. Когда дали квартиру в Малгобеке и переселили их, очень старались сохранить этот дом. Но в буквальном смысле пошли делегации с администрацией, требуя разобрать этот дом. Если вы сами его не разберете, то мы подгоним бульдозеры и все снесем отсюда. То есть делали все возможное, чтобы здесь люди не остались. Соседский дом тоже практически полностью разобран. Такое полумертвое село. Здесь, конечно, еще есть люди, кто-то остался здесь жить. Но тоже их практически выдавливают отсюда потихоньку. Большие проблемы с электричеством. Водопровод, буквально в смысле, вот, не случайно там, как обычно у нас бывает, само собой получается создавать людям проблемы. А вот специально, в буквальном смысле, вырыли у них водопровод, и люди сидят без воды. То есть я не знаю почему, но вот эти приграничные села в Ингушетии, они в буквальном смысле изживаются. Такая же ситуация была с Датыхом, такая же ситуация сейчас с Вознесеновкой. Люди здесь жили столетиями, и вдруг оказалось, что здесь земли непригодны для жития.
Может, здесь какая-то политическая подоплека? Говорю это без всяких кавычек. Можно опять так просто сказать, что ошибки. Пожалуйста, шаг сказали, и осталось. Да, и ты Мы находимся с вами в селении Вознесенское. До некоторых пор оно называлось станицей Вознесенской. Еще раньше оно называлось Махмад-Хити. Махмад-Хити — это ингушское поселение, очень давнее поселение. Обычно ингуши всегда используют возвышенности, и вот в этом месте обосновались ввиду того, что здесь отлично просматриваются как с восточной, так и с западной стороны все равнинные поверхности. Действительно, здесь вся наша республика как на ладони. Наверное, поэтому она получила свое русское название Вознесенское. И это отличное место для проживания. Какое-то время здесь были оползневые процессы, из-за которых людям начали строить жилье в других районах Малгобекского района, то есть в других участках. Это, например, коттеджный городок под Малгобеком, это городок многоэтажных домов, который находится рядом с Малгобеком. И отсюда переселяться начали люди. Здесь все, что оставалось, дома и так далее, уничтожалось, разрушалось, а тем не менее это были капитальные строения, замечательные строения, и оползневые процессы, как я посмотрю, они прекратились. Связаны они были, по некоторым данным, с тем, что нефть выкачана, которую здесь, кстати, отмечают, что много, да, нефть выкачана и не заполнено это пространство по технологии, по определенной технологии, в связи с чем были вызваны всевозможные процессы, оползневые процессы. Но здесь очень идеальное место для разведения, для вообще разведения садов, для разведения скота, другой живности. Это просто замечательное место ввиду того, что здесь очень сочные пастбища, здесь располагаются потрясающие сады, растет очень хорошо груша, яблони, потрясающее место для виноградников. Все, что вы посадите в землю, здесь вырастает без проблем, потому что здесь очень жирная и очень благодатная земля, очень благодатная почва. Это идеальное место для того, чтобы поселиться здесь. Единственное, что я очень прошу чиновников исправить вот эту преступную ошибку, которую совершили совсем недавно наши чиновники. Они убрали водопровод. Этот водопровод здесь нужен, и его надо наладить. Нам надо построить дороги, водопровод, и все это идеальное место для проживания. Все остальное здесь пока что еще сохранилось. Школа, поликлиника, библиотеки и так далее. Нужна инфраструктура есть. В принципе, если наладить дорогу между верхней частью Вознесенской и Малгобеком, никаких проблем добраться до районного центра тоже нет. И это место надо снова осваивать. Люди должны сюда возвращаться, потому что это просто... Земли мало. Мы все знаем, что земли мало. Здесь тем, кто хочет жить со своим приусадебным участком, кто хочет разводить себе, там, развести огородик, сад, я не знаю, мелкорогатый скот, крупнорогатый скот — это идеальное место. Поэтому, мне кажется, это место просто незаслуженно сейчас оставляют, ввиду того, что искусственно просто убрали всю нужную удобства, все нужны удобства для людей. Тем не менее, здесь есть люди, последние из могикан, которые держатся за свою землю, которые держатся за этот шанс, не уходят отсюда. И они большие молодцы, большое от нас огромное им спасибо. Покупают эту воду
прошлом году был скандал, и им возили эту воду, решили таким образом исправить ошибку, но на самом деле воду сюда надо прокладывать. Это наше уже, к сожалению, уже приграничное село, и его нельзя запускать, потому что это стратегически важное место на сегодняшний день. Оно нужно, ну, я бы с удовольствием здесь жила, мы здесь жили когда-то, и я просто знаю, какие здесь бывают сады, какие здесь бывают. Вообще здесь приятно походить. Очень рано здесь наступает весна, кстати. Бывают постоянные осадки, то есть он не засушливый, как, например, Очилки, в котором мы живем. И очень красивое село, ввиду того, что здесь с одной стороны сады, с другой стороны леса. И рядом находится пастбище, поля, огромное количество здесь в лесах лещиное. То есть здесь есть мушмула, здесь есть кизил, и боярышник, и леса богаты там шиповником и другими ягодами. И все остальное здесь есть. Здесь старые ореховые деревья, здесь старые сорта, кстати, груш, яблонь и других плодовых, которые уже исчезли. В принципе, их уже не купить и не достать, но они здесь есть. И здесь можно их и прививать там, и дальше размножать. Поэтому я призываю всех, кто хочет поселиться где-то в таком месте, где ему будет место, где разводить живность, где что-то хочет посадить, иметь с этого. Это отличное место. Красивый обзор, просто потрясающий обзор отсюда на республику, на селение. Видны многие Шесть бенч грозный бэкап оз. Асетер бенч оз юрт бэкап. Тог алиханицан. Даюхер дия даюхер там Мухаммадер. Дик юрт охо дик юрт хазият. Хатхо оз даха хатхадей бах хабяка оз. 60 годов дин. Оз да беркет. İmeni belki demez ki. Allah yer yok мужчё. Газ свет yolu жуос. Хи ус хаштори. Хи хаус хаштори. Узнах бах бар узнах. Бах безм бар. Дук биханс басанах бахш. Табаха безм вотер бысапат. Хозяйство хулилеш. Хозяйство лелё. Азлелё. İmeni zakaza. Из хозяйства маханцы. Десадо. Из схит схолори юрт хатсари. То захдар. Юмяти дахицы гетер. Сей чуннис вах метигес ус. Хи иду аш идой. Хи иду. Каждый ну хозяйстве Пыды ялды сон та гош ити жосо хи ити жосо. Ханс. Мяшлил что. Я юрт хадини езой масни. Ваш зьер даци елта дет. Хат эхатсо хат я фиха. Я хажу. Ер дек исти али ол на границе тич айо же мозовские границы. Дек исти вы дерсан ер дахити. حتى تعود دوي او نظرة اقوى دوي Нис. يمتكي لوري يتوي وي متكير وي داقي هير Нисяха. ير لوري يتوي اوزا حاج يتوي هو ده دقيقة نتدرس كده تخبال بير تخبالك حتشودك كديتي حتخبالك حاجة سجين واحد وصار Deel reis olsun, deel kaat olsun. Dalşı ehto barkop. Barkalşan. Дяка дикшат. Ер пырдын поднять и выйти, мы ханут отдаем. Санса гумде дац.